Her bir hujabikening o'z siri, o'z liniyasi. Garmoniyada bo'l. Yoqtiliqqa umtul. Palitra bilan o'yna. Yangilik izla. O'z liniyangni sayla. Traditsiyalarni saqla. Ko'kmara, ishonchli, sifatli, yoqti, turli tusli. Vaqt bilan sinalgan sovut saba. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит самый известный стилист-парикмахер нашей республики Владимир Штольц. Здравствуйте, Владимир! Добрый день, здравствуйте. Рады приветствовать вас на нашей татарской кухне. Спасибо, что заглянули на огонек, и я смотрю, не с пустыми руками. Ну, естественно, у нас принято приходить с гостинцем, с кустанашем. Так как я поклонник и очень люблю Париж, у меня очень много красивых вещей из Парижа. Здесь для кухни как раз, вот, Открываем. Для кухни как раз очень красивая посуда прямо из Парижа. Как Я говорится, думаю, что очень кстати с будет. любовью из Парижа. Спасибо большое, спасибо. Да. Посуда на нашей кухне всегда пригодится. Да. Ну а лучший подарок для нас и для зрителей, которые смотрят все наши программы и потом дома это же блюдо готовят. Итак, сегодня мы готовим. Я бы хотел предложить приготовить мясо. Так. Но не просто мясо, а мясо в тесте или в муке, скорее всего. То есть по вашему оригинальному рецепту. Ну да. Итак, мы готовим мясо по-штольцевски. Владимир Штольц – известный парикмахер Казани, владелец и руководитель школы-студии парикмахерского искусства. Родился в селе Ивановка Лениногорского района Татарстана. Окончил художественное училище в Москве по специальности художник-оформитель. Профессиональное образование по специальности «Женский мастер» получил в московском комбыт-сервисе, где в то время учился и Валентин Юдашкин. Затем Владимир Штольц прошел обучение в Академии парикмахерского искусства Долорес Кондрашовой, Университете Стефана в Тулузе, школе Видал Сасун и Академии Тони и Гай в Лондоне. Владимир Штольц – член Союза стилистов Европы от Coiffure Française. Многие годы принимал активное участие в российских парикмахерских конкурсах, где занимал призовые места. В середине 90-х он переехал в Казань, где создал собственный салон и студию красоты, а в 2003 году основал школу-студию Владимира Штольца. Так, нарезаем, значит, тонкие ломтики. По полсантиметра где-то, да? Да, где-то полсантиметра. Да, нарезаем. Так. Ну, вообще, я хочу тебе показать. Угу. Я же говорю, я дома делаю это как-то по-своему. Ага. А здесь, значит, мы потом их отбиваем. Можно отбивать молоточком, можно отбить просто ножичком вот так. Вот так. Интересный рецепт, кстати, да. Ни разу не отбивал так мясо. И вот так. Да. Потом переворачиваем. И то же самое. То же самое, да. Я смотрю, вы прекрасно владеете не только ножницами, но и ножиком. Ну, одно и то же. Цирюльня это есть. Цирюльня есть цирюльня. Владимир, вы у нас родились в Лениногорском районе, в деревне. Да. Вот я думаю, вы сейчас можете нам несколько блюд деревенских, таких настоящих назвать, которыми вот кормила вас мама, там, я не знаю, бабушка. Да, действительно, я родился в Лениногорском районе, в Татарстане, а не где-то там в других. А ходят слухи, там, понимаете... Где родился, там и пригодился. Я придерживаюсь этого мнения. Деревня у нас обычно такая, вот я помню, еда такая была, когда еще маленькие были в деревне. Обычный гороховый суп, который готовится в чугунке, в печке. Готовится с салом, обычным салом. И потом это, допустим, к обеду оно готово и съедается просто тоже с нарезанным салом, с чесночком. Это было вкусно, этот вкус у меня до сих пор остался еще в памяти моей. Даже иногда приходит охота приготовить именно такое, но, наверное, уже не получится. Уже, наверное... А вот татарское блюдо, какое у вас? Вот татарское блюдо номер один для вас? Ну, в общем-то, я очень люблю пельмени, особенно в зимний период. Почему-то летом это не проходит, но вот и зимой оно проходит очень, как бы, прекрасно. Вы не только правильно делаете, вы еще и красиво все это делаете. Вот примерно такие кусочки у нас должны получиться. Да. Так.
Ну, я стараюсь вот все эстетично, все делать, как бы, все правильно. Владимир, я догадываюсь, откуда у вас любовь к эстетике, ведь ваш отец был художником. Ну, да, так это громко сказано художником, но у него было такое чутье, природное чутье. И вот генетически он нам передал вот свое вот это искусство видеть, чувствовать как художники, вот как правильно создать, как картину нарисовать, как увидеть это, вот как переложить его на бумагу, к примеру. Поэтому это с детства. Вырос я в этих красках каких-то там постоянно. То есть я это видел. Парикмахеры ведь тоже колористы. Они мешают цвета. Ну, а вот почему вы не стали художником? Никогда не задумывались об этом? Мне было достаточно, я был 2 года в армии, и я был 2 года художником. Я оформлял плац по несколько раз в год. И постоянно, как я оформляю, переделываю плац, мне сразу в отпуск. Наверное, я единственный такой был человек, когда был, наверное, 5 раз в отпуске вообще. С армии вообще никто не уходил, потому что я всегда делал, потому что я всегда любил вот эту творческую работу. Ага, Владимир, да. практически у меня все готово. У меня тоже все готово, видишь? Так, сейчас мы все это переложим. Да. Но заканчивая вот тему, Творчество. художественную тему, я бы так сказал. Все-таки вы ведь получили образование художественное, закончили художественное училище. Ну, к счастью, вот оно и есть одно. Так, Нет для галочки. юридических, да, нету. Есть зато профессиональное, которое действительно, это очень важно, кстати, в жизни, что когда родители не заставляют, а просто вот так получилось, потому что... Ну, это не то, что так получилось, еще и пригодилось. Оно пригодилось. Так. Я не говорю о том, что у меня 2 академии парикмахерских, которые действительно уже по профилю, которые действительно человек должен свою профессию знать прямо все. От и до. Да. Так, мясо готово. Да. Отбили. Теперь мы делаем соус для мяса. Сейчас есть Да? у нас тарелочка. Да. Сюда мы заливаем оливковое масло, Сейчас, секундочку. выжимаем лимончик и нужен соль и перец еще надо. Так, пожалуйста. Это будет рассол для нашего, вот, для подготовки мяса. Достаточно. Соль, перец. Чуть-чуть. Я делаю это все на глаз. Перца можно побольше. Можно побольше. Да. Так. Достаточно. И? Лимончик. Лимон. Ложечку. Владимир, ну, перед программой читал я вашу биографию, ваше интервью в одном из журналов. И вы ведь уехали еще в Москву, можно сказать, в молодом возрасте. Ну, покорять столицу России. Вот сейчас, чем дальше живу, тем дальше понимаю, что действительно, как было можно из деревни уехать просто... Обычно же вот из деревни уезжают, например, в Альметьевск, в Лениногорск, да, в Казань, а вы сразу в Москву. Вы знаете, у меня родственница, я бы сказал, родственница даже, живет в Москве. И она меня просто вытащила из деревни. И вот от судьбы, наверное, никуда не денешься. И тогда я после 8 класса я сразу уехал в Москву и поступил в художественное училище. Сейчас я перемешаю. Потом я в армию пошел, потом я еще работал и в Москонцертах везде, где только не был. Все отлично, посмотри, Так, как цвет сейчас. такой. Прям под цвет студии. Соус наш готов. Да, теперь мы давай заливаем мясо наше. Так. И оставляем на минут 30. Это должно все Плюс-минус. замариноваться, да? Да. Но очень аппетитно смотрится. Да. Так. Это нам надо просто как-то... Все это перемешиваем. Да, чтобы соус проник везде. Вот мои красивые куски, видишь? Руслан? Ну, так. Мне кажется, вот чуть-чуть добавить щепотку соли еще. Так. Вот прямо вот так. Потому что я на самом деле делаю все это на глаз. Так, Руслан, давай мы мясо откладываем на полчаса. Пусть отдыхает. Маринуется. Готовится, да. А мы приступим к нашему салату. Татарскому салату, я бы сказал. Итак, начинаем делать татарский салат. Владимир, расскажите, пожалуйста, нам ингредиенты нашего татарского салата. Так, мы, значит, я тебе вручаю морковь. Так. Нарезается морковь соломкой. Я тебя научу, если ты не знаешь. Умеем. Так, нужна куряга, сметана. Орешки. Я вот вижу Орешки, грецкие. да. Ну, начинаем с морковки. Да, давай начинаем резать. Режется аккуратнее. Потоньше? Потоньше, да. Вот так нарезаем. Так. Владимир, А откуда потом у вас... соломкой вот так еще. Все, сейчас сделаю то же самое. Владимир, откуда у вас появилось желание все-таки вернуться вот в Казань?
Почему не остались в Москве? Да не знаю почему-то. Во-первых, у меня родители были староваты уже для того, чтобы сдалека, так как я очень любил своих родителей, поэтому... Хотелось быть ближе к ним. Я хотел просто быть ближе к дому. И когда пригласили меня в первый раз в жизни в Казань, а пригласила меня Загидуллина Лия Михайловна, и я в течение полугода, когда приехал в Казань, еще жил у нее, поэтому... То есть приехали в Казань в гости и остались? Я влюбился в Казань сразу же. Это было середина 90-х годов, это был... Да, влюбиться в Казань тогда было. Да, но все равно после Москвы почему-то я больше не уехал. И остался у Лии Михайловны дома жить. И не прогадали? Нет, нет. Тогда я вот... А сложно было? Как вот с клиентами там стоял? Ты вот приехал с Москвы, никто вас тогда не знал еще. Во-первых, скорее всего, наверное, не проблема с клиентами, а проблема в человеке в самом. Когда приехал в Казань, не было мастеров, на самом деле. Были парикмахерские такие, какие-то непонятные. Но не было даже в тот период, не было салонов даже. Была одна чародейка, кстати. Ну и тогда у мужчин-то была одна прическа, бокс или полубокс, Да, там, вернее, да, две да, прически. да. Вот после того, как я приехал уже после Академии Долорес, я уже в Казань приехал, действительно очень много женщин красиво переделал вообще в другой стиль. И тогда я как бы заслужил, видимо, вот такой вот... Вообще я считаю, что парикмахер – это творческое. Это, во-первых, очень надо любить людей, и с ними надо целый день общаться. Если ты общаешься с людьми целый день, потому что все-таки и психология, и человек приходит к мастеру за красотой, человек открывает душу. Поэтому я очень как-то легко расположил своих клиентов к себе, и поэтому меня клиенты очень любят. То есть они приходят не только на прическу, а поговорить по душам, можно сказать, вы как психолог еще. Да. Ну, у меня психологического нет образования психолога, поэтому душу я открыть им могу, чтобы они раскрыли свою душу. Поэтому так вот. Ну, а сегодня вы нам раскрываете свою кулинарную душу. Да. Так, вот и готова наша морковь. Так, Руслан, теперь ты перекладываешь будем тушить. На сковородочке, да? Да, на сковородку. С водой, с маслом? А, Нет, с водой. Просто с водой, без масла. Тушим, а я пока буду нарезать курягу. Курягу тоже мы режем тоненькими дольками, как морковь. Вот Так, отлично, все это я перекладываю, да? Так. Отлично. И у вас отлично получается. Владимир, ну раскройте нам секрет. Программа называется «Секреты татарской кухни». И вот ваш секрет, когда вы первый раз взяли в руки ножницы? О, это было... Вообще, в принципе, было до того, как я взял действительно профессионально в руки ножницы. Я же на самом деле хотел так поиграть и бросить. Ага, но не получилось? Не получилось, да, потому что это втянуло. А на самом деле я в армии стриг еще своих солдат. Ну в армии-то там прическа-то, как у меня, наверное, у всех одинаковая. А это самое сложное. Вот эти короткие, потом этими машинками ручными, там же не было ничего, и тупыми ножницами. Это вот искусство. Ну, я и офицеров стриг в результате потом. Потому что... Тоже по записи, даже в армии уже была запись к Владимиру, представляете? Офицер такой-то в 14:00, офицер другой в 15:00. Не было, врет он. Нет. А потом, когда... Помните тяжелые времена 90-х? Помните? Но кто не помнит 90-е? Да, поэтому был тяжелый период, была и безработица, была инфляция, было все было. И тогда, когда я уже покорял Москву и художеством, и мусконцертами, всеми делами, когда вернулся домой к родителям, родители говорят: ты работать будешь где-нибудь? Мама, я парикмахер. Нет, это ладно, а работать ты будешь? Да. И тогда я уже задумался, серьезно думаю. Год, на самом деле, это очень сложный период для человека, который делает какой-то поворот в жизни. И я действительно был для меня это поворотом, кардинально поменял себя. И тогда я вот как раз устроился в школу-интернат. Без образования, без всяких... в школу-интернат стричь детей. Благо, там у меня был директор знакомый, взял... То есть уже на постоянную работу? Ну, да, зарплата была 30 рублей. Что еще нужно для счастья? Но самое интересное, что
Через полгода у меня вся администрация города Альметьевска стриглась. Весь Татнефть, все жены, все. Я там был без образования. Я, правда, с одной стрижки переходил, там 10, там 5 стрижек делал, с одной стрижки делал несколько стрижек, но я добивался того, когда я очень много смотрел сериалов, каких-то передач, каких-то ведущих. Все хотели, я вот хочу под это, под то. И я вот с одной стрижки начиная, пробуя, учась на них, я делал, и люди были довольны. Так, теперь мы берем орешки, вот, на, поделюсь с тобой. Орешки мы тоже не... Берем орешки и кушаем их. Нет. Я так Мы уже попробую. покушали. Теперь мы просто тоже их маленько их давим. Вот так. Размельчим. Да, маленько. И Как же вас, такого популярного парикмахера, отпустили из Альметьевска? это все было поддержка моих очень хороших тех уже в то время. Я 2 года отработал. Думаю, ну надо куда-то идти учиться уже. А куда идти было учиться? В Москву. Я тогда поступил, тогда мне администрация города, город мне помог, отправил меня. Я поступил учиться на женского мастера в Москву. Это комбат-сервис. Там, кстати, Юдашкин учился в свое время еще. Он тоже парикмахер, начинающий. Начинающий. Да, но он стал дизайнером. А когда я закончил, там полгода учился на мастера, я закончил, открылась академия парикмахерская, школа Долорес, академия Долорес Кондрашовой. Я сразу автоматом перешел туда. Меня взяли, я учился год еще в академии, а потом судьба свела меня как раз с Загидулиной Лилией Михайловной. Я приехал первый раз в своей жизни в Казань и остался. Владимир, мне кажется, морковь у нас Да, уже готова. Теперь давай вытаскивай, отжимай. Ее нужно остудить маленько. И перекладывай сюда вот. Так, славный салатик получится у нас. Надо отжать больше. Вот так, что ли? Так, Да. А я пока перекладываю все наши ингредиенты. Сюда. так, чем мы будем заправлять наш салат? Сметаной? Вообще, мы, наверное, будем сметаной, а вообще, если сделать его абсолютно татарским, можно катыком. Итак, сейчас наша морковь немного отстоится, и затем мы будем смешивать все наши ингредиенты, и салат Сейчас будет готов. Остынет маленько, да. Так, финальная часть нашего салата. Так, добавляем морковь. Да. Так, И добавлю как раз сметану. сметану, да. Так. Оригинальный салат, по крайней мере, я такой еще не пробовал. Вот Можно ли сказать, что он такой, в принципе, не калорийный? Нет. Витаминный? Витаминный, абсолютно витаминный для утра. И, во-первых, дает и энергии очень много. Мы продолжаем готовить только самые вкусные блюда. И сегодня с нами Владимир Штольц. Владимир, в ваших руках уже наш салат, татарский салат. Да. Пусть наставится. Да, пока Салат мы его готов. отложим. Да, отложим. И сейчас мясо по-штольцевски. Да. Жарко сейчас, да? Самый момент Да. такой, будем его жарить. Да. Теперь для этого нам нужно посуду Так. для муки, для яиц и для муки. Так, То есть давайте мы муку берем... пока. Да, давай. Так, здесь у нас будет мука. Мука. Сюда. И сюда еще. Давай. Потом Так. 2 яйца. То есть мы будем мясо, получается, обваливать в муке. Да, мы будем сначала в муке. Сейчас я все покажу. Так. Я это делал 100 раз. Я его делал уже миллион раз. Так, значит, Давайте я помогу венчиком взбью пока. маленько посолим. Так, добавим соли сюда. Да, Так. достаточно. И самый интересный процесс. Всё. Забыли включить сковородки. Вернее, плиту. Как? Так. Так. А такое бывает? У нас бывает это только вкусно. Так, обваливаем первый кусочек в муке. Так, и отдаю в твои руки. Теперь Так. ты обваливаешь. И прожариваем. Так, добавляем маслица чуть-чуть. Так. Процесс пошел. Так, сковородочки у нас нагрелись. Отлично. И... Да. Опа. На сегодняшний день вот есть у вас признание, есть большая клиентская база, но, насколько я знаю, вы до сих пор участвуете в конкурсах различных, в конкурсах парикмахерского искусства.
Вот для чего вы делаете? Для признания коллег, для себя, для усовершенствования? Ну, я, наверное, больше уточню сейчас уже. Я уже как бы сам не участвую в конкурсах. Уже я нет. готовлю своих мастеров салона Ух ты. для конкурса, где они как раз участвуют, потому что, ну, То есть они представляют Салават, я. школу Владимира Штольца на конкурсах, да? ну не то что школа, а вообще студию Штольца там. То есть это для подтверждения. Конкурсы очень важны на самом деле для. Сколько в вашей карьере было? Более 50, более 100? Ну, наверное. Потому что после вот академии я очень много ездил по России. Вы знаете, самое интересное, это была тусовка у нас. Тусовка, которая ездила по всей России, участвовала. Неважно, место взял, нет ли, но это такая колоссальная была школа. Ну, расскажите вот про вашу школу. Сколько ежегодно мастеров, студентов, можно сказать, вы выпускаете? О, на самом деле, в течение этих 13-12 лет очень много выпустил уже студентов. Это нескончаемое количество. Самое интересное, что я не пойму, куда они уходят. Для меня это вообще нонсенс какой-то. Но сколько месяцев обучения идет? Профессиональное обучение идет 3 месяца. У нас в школе очень много идет на практику. То, что действительно для профессии нужно. То есть вот здесь как раз, где режут руки, где мы начинаем учить мастеров, ставим руку. Как правильно ножницы, как расческу держать, как пробор делать. То есть как первый класс. Я слышал, что в ваших школах можно постричься даже за 100 рублей. Есть такое? Это обманывают. Обманывают? За 30 рублей. За 30? Да. То есть за 30 рублей можно получить прическу в школе Владимира Штольца, и не факт, что у вас еще останутся при этом уши. Волосы. Волосы. Так, мы дожариваем мясо, и буквально через несколько мгновений будем пробовать оба блюда. Салат по-татарски и мясо от Владимира Штольца. Татарский салат из моркови с курягой. Морковь нарезали соломкой и потушили в небольшом количестве воды. Курагу предварительно замочили и порезали соломкой. Грецкие орехи порубили ножом. Остывшую морковь смешали с курягой, орехами и полили сметаной. Мясо от Штольца. Мясо нарезали поперек волокон на кусочки толщиной полсантиметра. Отбили ножом и замариновали в смеси оливкового масла, лимонного сока, соли и перца. Жарили мясо на хорошо разогретой сковороде, предварительно обваляв каждый кусочек в муке и взбитом яйце. Дорогие друзья, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте вместе с нами и делитесь своими кулинарными секретами. Так же, как поделился своими кулинарными секретами с нами Владимир Штольц. Итак, татарский салат, мясо по-штольцевски. Все это у нас есть. И вот я последний вопрос, перед тем, как уже мы попробуем салат, остался у меня. Владимир, кто же стрижет вас? Откройте занавес. Не поверите. Сам себя. Здесь добавить нечего, как говорится, только можно сказать приятного аппетита. Спасибо. Ну, Так, пробуй, мой юный друг. так. Как? Прекрасно. Салат получился очень вкусным, и, в принципе, здесь по желанию можно добавить сахар, да? Да. Но, Ну, и мне кто кажется, любит. куряга придает натуральную сладость, поэтому можно и без сахара. Да. Вкусный салат, дорогие друзья, обязательно приготовьте его дома. Приятного аппетита. И, наконец, мы переходим к мясу. Да. Ну-ка, Так, давай. Ага. Мягко. Владимир, что хочу сказать по мясу. Во-первых, очень нежное, вкусное мясо получилось. Мне кажется, секрет в двойной панировке. Да. Ну и то, что мы его вначале хорошенечко отбили. Да. Очень мягкое мясо, очень вкусное. И даже гарнир никакой не нужен. Да. Браво. Спасибо. Так что учитесь, господа. Учитесь, господа. Ну и, конечно же, секрет каждого блюда – это в хорошем настроении, правильном подходе и лучшей качественной посуде, которую я вам с удовольствием и вручаю. От нашего партнера Кукмарского завода металлопосуды вам достается приз. Прошу вас. Это мечта моя. Торговая марка Кукмара представляет посуду линии «Традиция светлая». Это толстостенная, яркая и очень стильная посуда. Стойкое антипригарное покрытие на водной основе поможет вашему блюду приготовиться по всем правилам.
Владимир, вам еще раз большое спасибо. Блюда получились замечательными. Творческих успехов вам и до новых встреч. Спасибо большое. Очень приятно было с вами познакомиться. Всем красоты и здоровья. Это была программа «Секреты татарской кухни». С нами всегда вкусно. Мы продолжаем кушать. Да. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.